Информационная программа «Хаберлер» в эфире телеканала «Милет». Сегодня вторник, 31 января, в студии Нариман Тарсинова. Добрый вечер. Наши корреспонденты готовы рассказать вам о самом главном и актуальном к этому часу. Сегодня в Симферополь приехали жители разных районов полуострова, чтобы встретиться с депутатом Государственной Думы. Помогают ли такие встречи решить проблемы людей? 10 социально значимых объектов начали строить в Крыму. Какие проблемы есть в поселке Гвардейское и будут ли они решены? В Черноморском продолжают строить мечеть. На каком этапе строительные работы? Ответы на все эти вопросы знают наши корреспонденты. Сегодня в Симферополе депутат Государственной Думы Российской Федерации Руслан Бальбек провел очередной прием граждан. Крымчане, приехавшие из разных регионов полуострова, обратились к депутату по вопросам оформления права собственности на земельные участки, выделения земельного участка и получения российского гражданства. Какая помощь будет оказана гражданам, расскажет Султания Ситакаева. Сегодня к депутату Государственной Думы Российской Федерации Руслану Бальбеку обратились за помощью более 20 граждан. Многодетная семья Аметовых порядка 10 лет без прописки проживает на захвате по улице Балаклавской. Трудность в том, что Аметовы не могут узаконить земельный участок. Из этого следует ряд других проблем. Муж строил сам, поднимали за свои деньги. Не можем узаконить его, не можем детей в школу оформить, садик. Много очень проблем с детскими деньгами, чтобы получить пособие на детей. Мне просто 5 детей и двойняшки последние, 1,5 года. Очень сложно, приходится без прописки. Депутат Государственной Думы Российской Федерации Руслан Бальбек заявил, что согласно решению городской администрации и республиканской комиссии по земельным отношениям массив на Балаклавской будет полностью узаконен. В любом случае людьми будут получены правоустанавливающие документы. Важно, чтобы сейчас земельная комиссия отработала этот вопрос совместно с городской администрацией. Здесь только вопрос времени. Айше Нафиева с 2 детьми временно проживает в Каменке в общежитии. Собственного жилья у нее нет. С 2 маленькими детьми не может устроиться на работу. Надеется, что после обращения к депутату ее проблема сдвинется с мертвой точки. Дали мне комнату в общежитии, частный дом как общежитие. Но в феврале месяце я должна освободить это жилье, где-то числа 10-го. И с 2 детьми, годик ребенку будет 9 февраля и 3,5 годика дочки, мы остаемся на улице. Руслан Бальбек отметил, что все поступившие обращения контролируются и будут доведены до необходимого результата. Прямой диалог позволяет в первую очередь услышать проблемы и, естественно, сопроводить их до необходимого результата. То есть, естественно, люди понимают, что в данном случае эта коммуникация позволяет им действенно решать, эффективно решать свои вопросы. Напомним, что приемная депутата Государственной Думы Российской Федерации Руслана Бальбека работает в понедельник, среду и в пятницу. Очередной прием граждан пройдет в конце февраля. Султания Ситакаева, Дмитрий Низовой, телеканал «Милет». Сегодня в Государственном комитете по делам межнациональных отношений депортированных народов прошло рабочее совещание, посвященное реализации федеральной целевой программы развития Крыма. В ходе встречи обсуждались объекты обустройства реабилитированных народов. Подробнее смотрите в сюжете Асана Абибулаева. Напомним, что на прошлой неделе прошла встреча Сергея Аксенова с председателем Госкомнатса Зауром Смирновым, где глава Крыма высоко оценил уровень межнациональных отношений на полуострове, а также подчеркнул, что в текущем году необходимо достигнуть все плановые показатели согласно федеральной целевой программы. Сохранение мира, спокойствия и уважения – это задача, которая в текущем режиме, слава богу, выполняется вами. То есть я знаю, что вы большой объем работы в этом направлении делаете. Но тем не менее, необходимо все, что касается обустройства объектов, подведения инфраструктуры, необходимо тоже выполнять согласно сроков, обещаний, которые давали людям. Председатель Госкомнатса Заур Смирнов в рамках рабочего совещания встретился с заказчиком-застройщиком, представителями администрации муниципальных образований Республики Крым, с представителями дирекции по управлению ФЦП, а также представителями генеральных подрядных организаций и представителями проектных организаций, где обсуждался вопрос по объектам ФЦП, который подразумевает под собой строительство 38 объектов. Из них строительство 10 уже начато. Это 7 детских садов, 2 школы в местах компактного проживания крымских татар, а также 1 центр полиэтнической культуры и молодежи при Крымском инженерно-педагогическом университете. Как известно, в прошлом году мы заложили 10
таковых, и, соответственно, в текущем году еще 28 объектов, в целом 38 – это жилые дома, объекты инфраструктуры, детские сады и школы. Ну, есть, естественно, проблемы текущие, которые будут решаться в административном, в рабочем порядке, есть определенные достижения. По сути, сегодня самое главное – не отходить от контроля, не отходить от графика строительных работ. Сегодня в соответствии с поручением главы республики мы очень жесткий достаточно разговор вели с нашими коллегами по подрядным организациям. Конечно, здесь надеемся полностью на их выкладку с тем, чтобы люди получили те объекты, которые запланированы к вводу в эксплуатацию вовремя и в соответствии с теми планами, которые были озвучены ранее. Также председатель Госкомнадзора Заур Смирнов подчеркнул слова президента Российской Федерации Владимира Путина, где он четко довел до всех, что 10 миллиардов рублей будут выделены на обустройство реабилитированных. И при этом очень важно сохранить контроль за использованием бюджетных средств, чтобы каждая копейка была использована строго по назначению. Данные совещания планируется проводить систематически при взаимодействии общей межведомственной работе. Асан Абибулаев, Эдем Исмаилов, телеканал Милет. Врачи в Патарейской городской больнице поставили на ноги 35-летнего Артура Апсиметова после 3 операций на головной мозг. Сейчас мужчина нуждается в продолжительном лечении. Местные власти знают о проблеме и делают все возможное, чтобы помочь нашему соотечественнику. Подробнее смотрите в сюжете Сабрие Халиляевой. Евпаторийская больница номер 1 стала вторым домом для Артура Апсиметова. Уже на протяжении года молодому человеку было сделано 3 операции на головной мозг. Он проходит лечение в нейрохирургическом отделении. Первый раз Артур Апсиметов в тяжелом состоянии был доставлен в городскую больницу 29 января 2016 года. Как выяснилось, доставили молодого человека из Сакского района. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму. Ему была сделана операция, после чего он был выписан. Однако, находясь дома, у мужчины произошло нагноение раны. Артур опять поступил в больницу. В итоге пришлось удалить этот участок кости. По словам врачей, на сегодняшний день его состояние улучшилось. Инфицированная кость уже закрылась грануляционной тканью, но еще имеется дефект мягких тканей на голове, где-то около 1 квадратного сантиметра, который именно должен закрыться самостоятельно за счет перевязок и консервативного лечения. Вот мы этим сейчас с ним и занимаемся. Благодаря квалифицированному уходу медперсонала состояние пациента улучшается, ведь процедуры проводятся своевременно. Ежедневно Артуру 2 раза проводится перевязка, обрабатывается рана, накладывается мазь, обрабатывается перекисью водорода, накладывается мазь, стерильная салфетка и наклеивается. То есть рана у него чистенькая, хорошая, края обработанные, идет на поправку. Сам Артур практически ничего не помнит. Он благодарит врачей и медперсонал за оказанную помощь. Как сказать, нормально так. Хорошо. Здесь питаемся. Все здесь питаемся. Обед, ужин, завтрак. Как можно кушать. Хорошо, вкусно. Как оказалось, у Артура своего жилья нет. Его супруга Венера с ребенком снимает жилье в Сакском районе. Мукарам Рахматова давно знает семью Апсиметовых. Рассказывает, Артуру необходимо дальнейшее лечение, но уже в реабилитационном центре. Ему сейчас на данный момент в реабилитационном центре, его жена когда ходила, ей сказали, что ежемесячно нужно платить 5000 рублей, чтобы его там дальнейшее поддержали, лечение было, чтобы как-то вернуть ему какой-то процент зрения. Мы обратились в администрацию города Евпатория. Заместитель главы администрации Ильмар Мамбетов с ситуацией знаком. Старается обеспечивать нашего соотечественника всем необходимым. Кроме того, он отметил, что на сегодняшний день рассматривается возможность о предоставлении материальной помощи Артуру Апсиметову. Сабрия Халиляева, Умер Мустафаев, телеканал Миллет. Глава Республики Крым Сергей Аксенов выступил в качестве свидетеля в Верховном суде Крыма по делу в отношении Ахтема Чигоза, которого подозревают в организации беспорядков 26 февраля 2014 года. Также глава республики заявил, что максимально открыто готов сотрудничать со следствием и судом. По мнению Сергея Аксенова, материалов по делу и свидетелей достаточно. В Симферопольском районе продолжаются дни районного совета. На сей раз глава муниципального образования Симферопольского района, председатель Симферопольского районного совета Михаил Макеев посетил поселок городского типа Гвардейское. В рамках визита он встретился с депутатским корпусом сельского поселения и посетил ряд объектов социального значения. Подробнее расскажет наш корреспондент Айша Шулакова.
Председатель Симферопольского районного совета Михаил Макеев и руководство гвардейского сельского поселения в первую очередь посетили строительство многоквартирного дома для переселения 28 семей из аварийного жилья, которое находится в гарнизоне. Это пятиэтажное строение. Все экспертизы пройдены, строительство идет полным ходом. Выполнены проектные работы по подведению коллектора канализации. Здесь будет рядышком на этой же территории строиться два 160-квартирных дома для депортированных. Дом планируют ввести в эксплуатацию в сентябре. По словам главы гвардейского сельского поселения Игоря Чичкина, со временем здесь будет обустроенный микрорайон и соответствующая инфраструктура. После участники выездного собрания отправились к зданию сгоревшего Дома культуры, которое находится в аварийном состоянии. 6 лет назад произошел пожар, после этого строения так и не ремонтировали. Те кружки, которые тут были, занимаются в школе. Вот. А с клубом, получается, восстанавливать его, ремонтировать нецелесообразно, так как здание уже более 100 лет ему находится в достаточно плотной застройке. Вот. Строить тут что-то новое не пройдут ни по каким нормам, поэтому мы будем планировать, проектировать и строить в другом месте. В рамках визита руководство района отправилось и на новую спортивную площадку в селе Красная Зорька. Она построена по современным стандартам, имеет специальное резиновое покрытие. Стоимость объекта более 1,5 миллиона рублей. Было отмечено, что такие площадки будут установлены и в других селах. Кроме этого, сегодня состоялось совещание с депутатским корпусом. У депутатов была возможность задать наболевшие вопросы. Председатель Совета ветеранов поселка Василий Бабинецкий озвучил возможность строительства сквера и установки памятника дважды Герою Советского Союза Аминхану Султану в Гвардейском. Участок земли под него уже выделили. Этот памятник великому, действительно великому человеку. Ну, вы понимаете, что он родился в Алупке. Ездить нам, ветеранам, туда как бы не с руки и далеко. Мало того, что уже и здоровен, а тем более, что здесь такой у нас аэродром гвардейский, где до войны и после войны и Аминхан Султан здесь был. Депутаты с Михаилом Макеевым определились по ряду вопросов и наметили пути их решения. Гвардейское сельское поселение в этой части является лидером среди других сельских поселений Симферопольского района. Конечно же, в рамках проведения Дня районного совета другим главам сельских поселений будет рекомендовано принимать активное участие по этой программе, совместно разрабатывать проекты и программы и устанавливать такие спортивные площадки, естественно, во всех сельских поселениях. Все проблемы, озвученные в рамках совещания, будут на личном контроле руководства районного совета. Айша Шелакова, Энвер Аблязиз, телеканал «Миллет». Обеспечением транспортной безопасности моста в Крым займется Управление ведомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации. Об этом говорится в распоряжении правительства России. Данное решение позволит комплексно обеспечить транспортную безопасность перехода через Керченский пролив. Авторы документа подчеркнули, что Управление ведомственной охраны Минтранса России обладает значительным опытом работы по созданию информационно-телекоммуникационных сетей, систем сбора, обработки информации и квалифицированным персоналом. В поселке Черноморское продолжается строительство соборной мечети. Здание строится общими усилиями местных мусульман и при поддержке Духовного управления мусульман Республики. Еще в 2011-м был заложен фундамент под будущую мечеть. Какие работы на сегодняшний день уже завершены, смотрите в сюжете Алимекой Булаевой. Сегодня местная мечеть выглядит именно так. Строительные работы еще не завершены. Они продолжаются в зависимости от поступления средств, которые собирают местные мусульмане. Культовое сооружение в будущем сохранит историческое название и будет называться Ахмечит Джами. На сегодняшний день здесь предусмотрены все необходимые комнаты. Имам Черноморского района Люман Абдураманов рассказывает, в строительных работах принимают участие и местные жители. Но сейчас работы приостановлены, нет денег. В связи с этим имам обращается ко всем неравнодушным с просьбой помочь завершить строительство молельного дома. У нас в мечети есть учебный класс, комната имама, 2 входа отдельно для женщин и мужчин. Наши работы продолжаются потихоньку. Если есть люди, которые готовы протянуть руку помощи, то мы готовы. С вашей помощью мы могли бы завершить строительство. Сейчас у нас уже закончились деньги, поэтому мы обращаемся к народу, у кого есть возможность. Помогите. Ахмечит Джами будет вмещать 300 человек. Сегодня по просьбе муфтия мусульман Крыма Хаджи Эмирали Аблаева завершили строительство учебного класса. Здесь в неделю раз проводятся занятия по изучению ислама. Уроки проводятся отдельно для женщин и мужчин. Многие заболели или по некоторым причинам не смогли прийти, поэтому у нас сегодня 2 ученика. Мы сейчас изучаем Коран, говорим о религии ислам, говорим о традициях и обычаях крымско-татарского народа.
Учебный класс, построенный при святыне, был оборудован при помощи общественного деятеля Эмира Арабского. Он установил здесь парты и стулья. Сейчас он также продолжает помогать. Мы находимся сейчас в комнате, где будет комната имама. Сюда я планирую сделать и поставить компьютерный стол, для того, чтобы имам уже мог полноценно здесь работать. Сегодня местные мусульмане надеются, что строительство Ахмедчиджами завершится в скором времени. И после мусульмане смогут проводить здесь праздничные и пятничные намазы. Алимия Кайбулаева, Асан Зивадинов, телеканал Милет. В Крымско-Татарском музее культурно-исторического наследия открылась выставка новых приобретений музея. В рамках мероприятия был проведен День дарителя. Праздник посвящен художникам, коллекционерам и всем неравнодушным людям, которые собственными силами пополняли фонд музея. Художественные произведения известных и малоизвестных мастеров изобразительного искусства, образцы вышивки и ткачества, национальные музыкальные инструменты крымских татар, старинные фотографии, документы, предметы быта. Все это можно увидеть на выставке. Благодаря экспонатам нам удалось собрать уникальные раритеты, иллюстрирующие жизнь наших предков, говорят организаторы. За прошедший год мы собрали около 700 экспонатов из разных сфер. Также мы по государственной программе приобрели пару экспонатов. Основная задача музея – пополнять коллекции, изучать каждый экспонат, а потом презентовать их на выставках. Крымско-Татарский музей культурно-исторического наследия высоко ценит своих дарителей и выражает искреннюю признательность и благодарность за личный вклад в сохранение культурного наследия. В торжественной обстановке дарителям были вручены благодарности от музея. Дарители признаются, передавая в музей предметы, являющиеся свидетелями ушедших событий, люди продлевают им жизнь и оставляют память будущим поколениям. Это я как художник, я вообще признаю, то, что вот этот музей создан, это счастье для нашего народа, который мы, сколько лет мы потеряли это все. Вот эти пропущенные вот эти вот белые моменты мы должны пополнять, восполнять новыми произведениями. А это как раз, это кстати, это необходимая вещь, необходимая идея. За свою историю Крымско-Татарский музей собрал обширную информацию по истории и культуре Крыма. Выставка будет работать в течение месяца. Мавиле и Рамазан Аливапов, телеканал Милет. В городе Саки состоялся чемпионат Крыма по гребле индор. Участниками стали крымские юноши и девушки. Традиционно соревнования прошли на дистанции 2000 и 1000 метров для совсем юных спортсменов. На мероприятии оценили готовность кандидатов к участию в чемпионате России в Москве. Наблюдала за гребным спортом и наш корреспондент Диляра Шевкетова. В Сакской школе провели спортивный праздник, организованный Федерацией гребного спорта Крыма при поддержке Министерства спорта Республики Крым и администрации города Саки. Почетные гости поздравили участников турнира с началом соревнований, пожелали им успехов и выразили благодарность тренеру. Поблагодарить за большую плодотворную работу по развитию гребного спорта на территории муниципального образования городской округ Саки, высокий профессионализм и достигнутые успехи в деле подготовки спортсменов Апсиметова Амедов и Под лозунгом «За здоровый образ жизни» Шериф Османов одним из первых сел на тренажер и продемонстрировал свою подготовку. Организаторы отметили, что этот вид спорта в Крыму активно развивается именно в городе Саки, благодаря хорошему тренеру. Академическая гребля в городе Саки – это после 90-х годов было начато развитие. А тренажеры, именно гребли на тренажерах, последние 5 лет. Этот вид спорта очень популярный сейчас и в России, и даже проводятся чемпионаты мира на тренажерах. Поэтому по итогам этих соревнований у нас, лучшие спортсмены примут участие в чемпионате России в городе Москве. Это со 2 по 5 февраля будет проводиться. Участниками чемпионата Крыма и первенства Республики Крым по гребле на тренажерах стали юноши и девушки. Среди них есть и такие, которые занимаются греблей более 7 лет. Нужно выносливость очень хорошая, конечно, силовая подготовка. То есть в данном виде спорта быстро показать результат очень сложно. Нужно года, со временем, постепенно организм адаптируется к нагрузке, и тем самым можно показать хороший результат. Мне очень нравится гребля. Я увлекаюсь уже 2-й год. Я участвую во всех соревнованиях и
Хочу попасть в Олимпиады. Мечтаю поехать в Сочи и получить золотую медаль. Меня увлек этот спорт, потому что мы там занимались, были друзья, медали. Будет интересно. К победе, чтобы идти, надо стараться, чтобы победить или занять хотя бы какое-то место. По итогам соревнований первое место в чемпионате на дистанции 2000 метров среди юношей занял Айдер Абсимитов, а среди девушек Юлия Жильцова. Представители властей отметили большой интерес к этому виду спорта и обещали способствовать его развитию в Крыму. Я думаю, это самый благородный вид спорта, и мы должны в Крыму его очень развивать. Наша общественная организация «Инкишаф» будет содействовать тому, что этот вид спорта именно в Крыму развивался. Я думаю, через несколько лет эти ребята будут достойно представлять Российскую Федерацию на международных соревнованиях. Диляра Шевкетова, Аким Бекиров, телеканал «Миллет». А мы напоминаем, что 3 февраля в Ленинском районе состоится юридическая консультация, которую проведут специалисты Госкомнадзора. Прием бесплатный, однако необходимо предварительно записаться. Справки по телефону 06 557 4 10 62. Повторяю, 06 557 4 10 62. Прием будет проводиться в здании администрации по улице Пушкина, 22 в кабинете номер 19. Ну, это все новости на сегодня. Следующий выпуск смотрите уже завтра в 13:00. Оставайтесь с нами и будьте в курсе всех событий полуострова.